Что такое Америка? Вам приходилось бывать в Америке? Это страна, в которой собраны люди, представители самых различных народов. Там нету, когда говорят американский народ, это липа, выдумка. Нет такого. Это сборище людей, собранных в определенном пространстве, по определенным правилам. Они существуют и функционируют. Они имеют определенную структуру. В Соединенных Штатах и над ними сложилось то, что я по моей терминологии называю сверхобществом. Сложилась новая социальная структура, какой раньше не было. Это сверхобщество. Вот это сверхобщество, оно имеет сложную структуру, оно контролирует более 70% мировых ресурсов, вот, полностью контролирует. Она контролирует все основные эволюционные линии, они являются хозяевами мира. Понимаете? От них зависит все. Они определяют ход эволюции. Вот в чем ужас. И это сверхобщество, оно очень сильное, оно сравнительно молодое, оно недавно появилось, оно захватывает власть, оно захватило, пока оно способно удержать за собой достижение планеты на ближайшие многие десятилетия. Сильной России нет, она была, ее больше никогда не будет. Никогда, нигде, ни при каких обстоятельствах. Такие явления в истории человечества бывают только один раз. Вообще человеческие общества живут один раз. Рождаются, расцветают, вырастают и погибают. А с Россией поступили особенно жестоко. Россию искусственно убили. Искусственно ее долго убивали. Ее убивали за то, что она в свое время совершила великий эволюционный переворот. То, что она сделала, Россия, в советские годы, как бы мы к этому ни относились, она совершила нечто такое, чего в мире и в истории еще никто не делал. Русский народ обречен на вымирание. И очень активно, он очень активно умирает. И дело тут не только в вымирании. Дело в моральном состоянии, в психологическом состоянии. Русский народ не образует единый целый народ. Ведь народ – это целостное образование, живущее по своим законам, нечто целостное, понимаете? Эта целостность не существует. Он атомизирован, он раздроблен. Вы поездите по России, вы наверняка бывали в разных местах, посмотрите, как люди живут. Люди атомизированы, доживают век. Старики, понимаете, живущие совершенно независимо друг от друга, живут в ужасающих условиях. Вы посмотрите, молодежь сейчас как подрастает. Молодежь сейчас, молодые люди подрастают без сознания принадлежности к большому народу. У них нет этого сознания. Они вырастают, можно сказать, эгоистически, для себя.